Любовь Горбунова вместе с супругом в своем преклонном возрасте стали участниками судебных разбирательств. А дело в том, что возникли споры в наследовании имущества. Чтобы понять все тонкости дела и не остаться без жилья, супруги обратились за юридической помощью, которая предоставляется бесплатно. Мы пришли по поводу наследства. Нам все грамотно объяснили, рассказали, что мы должны сделать, к кому мы должны обратиться. Мы все поняли, вот ясно и четко нам объяснили. Теперь мы соберем документы, которые нужны, и вернемся, нам расскажут, что четко все опять как надо, и мы все сделаем. И тогда пойдем в суд. Центр бесплатной юридической помощи открылся в прошлом году. За это время сотни граждан получили консультацию и содействие в правовых вопросах. Только в день обслуживают больше 20 человек. Как отмечают специалисты центра, во всех юридических делах главное опираться на букву закона. Гражданам, обратившимся к нам, оказывает конституционную правовую помощь, также квалифицированную юридическую помощь. Конституционная правовая помощь – это когда гражданам обращаются напрямую к нам, и мы даем им устную консультацию. Также помогаем в оформлении заявлений и жалоб. А если гражданам требуется обращение в суд, то мы назначаем адвоката. Это квалифицированная юридическая помощь. К нам обращаются граждане по разным правовым вопросам, когда у них нарушаются права, конституционные права, и мы им даем консультацию, каким образом защитить свои конституционные права. Немало кыргызстанцев обращаются за помощью и в институт омбудсмена. Только за прошлый год поступило больше 4000 письменных заявлений, и это не включая устных консультаций. Как правило, это те, кто не нашел поддержки в госструктурах. Чтобы не нарушались конституционные права граждан, во всех вопросах на первом месте закон. Быть подкованным и знающим свои права и обязанности дает возможность быть защищенным. Когда я требую реабилитировать гражданина, да, и восстановить его нарушенные права, или госорганы тем или иным образом поступить, я всегда, конечно, опираюсь на Конституцию, да, и опираюсь на международные акты, потому что надо стремиться к лучшему. И институт омбудсмен, он обязан призывать госорганы, госслужащих действовать уже более высоком уровне и приводить законы или практику, да, применения законов в соответствии с более развитыми государствами. И главное, чтобы мы эти обязательства приняли на себя. К сожалению, часто нарушаются права граждан, которые гарантированы Конституцией, к примеру, да, презумпция невиновности. Кого-то до решения суда окончательно обвинять в том, что он преступник, нельзя. Во-вторых, Конституция гарантирует, что каждому должно быть гарантировано его право на защиту. Конституция у нас четко написано, что дети являются нашей наивысшей ценностью, которые и должны быть под особой защитой общества и государства. Сегодня одна из проблем государства – незнание населением законов Конституции, а это некий путеводитель во всех вопросах. Буквы и духа Конституции вытекают все законы, указы президента, постановления правительства, приказы министерств. Поэтому главная задача сейчас – это исполнение Конституции сверху донизу. Потому что раньше почему не получалось? Потому что были избранные, которые не подчинялись Конституции. Это порождало конституционную законодательную безответственность. К слову, в Кыргызстане Конституция менялась 10 раз, как и менялась и форма правления. Были и президентской, и парламентской, и смешанной. Но 2 года назад кыргызстанцы решили быть президентской республикой и власть сфокусировать в руках главы государства. И это, по мнению политологов, было одним из эффективных решений, которое сегодня дает результаты. Народ проголосовал за президентскую форму правления. Она на сегодняшний день считается очень эффективной с точки зрения исполнения принятых законов. Вот во всех странах, где проводятся реформы, президентская власть
она наиболее эффективна, потому что не требует длительных согласований, как в парламенте. В парламенте могут заволокитить проблему, заболтать ее, как мы это видели неоднократно. А в условиях президентской системы исполнительная власть действует быстро, решительно, смело. Нынешнюю конституцию называют народной, так как для ее написания было создано конституционное совещание. Членами вносились предложения и замечания. Были и ряд требований. Большой круг именно граждан принимало участие, да, в разработке этого проекта Конституции. То есть это был такой продукт, общенациональный продукт, можно сказать. Были приняты и учтены именно требования нашего общества. Это одни из таких важных требований, например, да, это было снижение количества депутатов в Джоркинеше. Да, из 120 действующей редакции Конституции это у нас 90. Да, снизилось 90 депутатов. Были требования восстановить Конституционный суд, определить орган, который будет совещательным, и таким стал Народный Курултай. И в ответе за все происходящее в государстве становится президент. У нас есть положение, вот, кто отвечает за государство, кто является гарантом Конституции. Все решения принимаются коллегиально, оперативно. Органы государственной власти работают сплоченно. Народ сейчас знает, с кого спрашивать. Раньше этого у нас не было, потому что парламент, они несколько партий разделили между собой парламент. Не только парламент, они разделили между собой всю республику. Правильно? Да? А сейчас уже мы знаем, с кого спрашивать, кто отвечает за все это. Курултай сегодня восстановлен для принятия важных решений. Как отметил глава государства, прошедший 25 ноября прошлого года первый Народный Курултай является еще и великим народным собранием, где все граждане Кыргызстана смогли предложить свои идеи и обсудить пути роста и развития нашего государства. Институт Народного Курултая будет укреплять кыргызское государство через объединение общества вокруг национальных интересов, что позволит поддержать его устойчивое развитие, и это, в свою очередь, приведет к повышению качества жизни. Курултай – это народная власть, это справедливость, и нет коррупции, это демократия наша традиционная, многолетняя. И, дай Бог, что если мы таким путем пойдем, наша республика будет развиваться правильным пути и пути демократии. Большая часть законов Конституции направлена на соблюдение прав и свобод граждан. Права и свободы человека систематизированы и упорядочены таким образом, чтобы они полностью соответствовали международным стандартам. Такие ценности, как права и свободы человека, частная собственность, свобода экономической деятельности являются основой конституционного строя и в соответствии с Конституцией составляют ядро правового демократического государства. Без Конституции невозможно жить, потому что здесь указано и политические, и экономические, и социальные, и культурные наши направления, куда мы должны движется, какое государственное устройство, что должен делать президент, что должен делать парламент, например. Все здесь указано. Какие права у нас имеются наши граждане Кыргызстана. Проблема состоит в том, что наши граждане плохо читают Конституцию, не используют его тезисы, его статью каждодневной бурной жизни. К сожалению, они лены некоторые. Но с другой стороны, и политики, и правозащитники, и юристы, мы, к сожалению, провести какой-то караван просвещения. И вот проехать по всему Кыргызстану, по всему району, объяснить гражданам нашей страны, что такое Конституция, какие здесь основополагающие статьи. Новая Конституция также коснулась и судебной реформы, благодаря чему была создана благоприятная платформа для укрепления судебной системы. Согласно основному закону, восстановленный Конституционный суд независим от всех других органов государственной власти и подчиняется только Конституции. Состоит из 9 судей. Именно Конституция выступает неким зонтиком, если можем сказать, да, для защиты прав и свобод наших граждан. Почему? Потому что, во-первых, в нем четко определены, какие права гарантируются, какие права защищаются, и, соответственно, все гарантии, скажем, реализации этих прав и свобод граждан.
Конституция – это документ, который имеет высшую юридическую силу. Все законы, которые принимаются в стране, не могут противоречить Конституции. Главная цель проведенной конституционной реформы – сделать страну сильной и превратить ее в развитое государство. Поэтому, по словам аналитиков, стоя на пороге 30-летия принятия первой Конституции, мы должны сформировать четкий конституционный строй и гармоничную систему госуправления, соответствующую национальной идентичности, а также вести верную социальную, экономическую и внешнюю политику в интересах народа, придерживаться ценностей и норм, закрепленных в Конституции, развивать и благоустраивать государство, поднимать достоинство страны на международной арене, укреплять рубежи и позиции, быть уверенным в своем завтрашнем дне и в будущем своих детей. Надежда Усова, Азамат Казартоктоев, Алато 24.